Ассаламу алейкум, друзья. Мир вам. Вас приветствует канал Чечен Синдром. Друзья, сегодня хотелось бы вспомнить про один печальный и трагический случай, произошедший в городе Грозном в октябре 1992 года. В то роковое утро 21 октября стояла промозглая погода и дул холодный, пронизывающий ветер. На территории нефтепарка номер 2 Грозненского нефтеперерабатывающего завода имени Анисимова по вине расхитителей нефтепродуктов вспыхнул пожар, который стал угрозой для нескольких вблизи расположенных сел. По словам очевидцев, пожар был настолько сильным, что за километры жители сел проснулись от грохота взрывов, вспышек и яркого света горящей нефти. Несмотря на темное время суток, на улице было светло как днем. В эпицентре крупного пожара температура достигала 1000 градусов по Цельсию. В зоне распространения огня находилось 45 горизонтальных емкостей, каждая из них была объемом 200 кубических метров. Половина из них была заполнена нестабильным бензином, а остальные емкости – сжиженным газом. По стечению обстоятельств взорвались только 2 емкости с предельным интервалом. Один из фрагментов взорвавшейся емкости, сокрушая все на своем пути, разорвал сеть трубчатых проводов, прошел в нескольких сантиметрах от емкостей с пропаном, сорвав с них штуцера, пробил толстую защитную кирпичную стену, снес бетонную опору, а затем понесся по земле, словно скользящий по водной глади камень-кругляш. И если бы хоть один из осколков железа угодил в емкость с пропаном, в радиусе многих сотен метров вместо нефтепродуктового парка образовался бы огромный кратер. Подобного рода взрыв, по мнению экспертов, стер бы с лица земли рядом расположенные 3 села – Алхан-Юрт, Алхан-Калы и поселок Кирово, с населением чуть более 10 тысяч человек, а также опасность нависла и над городом, особенно над Заводским районом, где размещалось много промышленных предприятий, производящих пожароопасную продукцию, таких как НПЗ имени Ленина, Шрипово, химкомбинат имени 50-летия СССР, ПТК, Новогрозненская ТЭЦ и десятки нефтебаз. Одним словом, под угрозой оказалась бы жизнь многих тысяч людей. На тушение пожара были привлечены силы и средства всего гарнизона пожарной охраны, 5 пожарных частей, сотрудники, несшие службу в тот день, и те, кто, несмотря на выходной день, ринулись помогать коллегам. Единственным выходом из ситуации, по мнению пожарных, было вручную перекрыть задвижку трубопровода на пути к емкости с пропаном, тем самым лишив огонь подпитки. Но эта задача оказалась крайне сложной, потому что задвижка находилась в самом центре пожара. Попытки проложить туда путь при помощи пожарных расчетов, делавших все возможное, чтобы нейтрализовать огонь хотя бы в этом коридоре, не удались. Огонь был слишком силен, и сбить его не получалось. Свист, знаменующий об опасности взрыва, дал знать, что счет идет на секунды. Предотвратить катастрофу мог только человек, сознательно рискнувший жизнью в надежде добраться до находившейся в море огня задвижки. Рискнул самый молодой сотрудник пожарной службы, 21-летний Хасан Каев. Каев Хасан родился 11 июня 1971 года в Грозном, в семье Шарпуди и Шаймани Каевых, из села Белгатой. Успешно окончил школу номер 54 и СПТУ номер 12 города Грозного. Отслужил срочную службу в войсках противовоздушной обороны. Вернулся в Грозный полный желания быть полезным своему народу. Сразу по возвращению Хасан устроился пожарником в военно-пожарную часть номер 10. В пожарной части, куда он пришел по зову сердца, Хасан Каев проработал всего пару месяцев. Ведомственная пожарная часть ВПЧ-10, где он нес службу, охраняла Грозненский нефтеперерабатывающий завод имени Анисимова. На нефтяных объектах редко случаются пожары, и большая часть службы Хасана прошла в теоретической и практической подготовке, тренировках. Самое серьезное испытание десятилетий для ВПЧ-10.
пришло именно на тот караул, в котором нес службу пожарный Каев Хасан. В результате первого взрыва емкости Хасан получил серьезные ожоги, на нем горела одежда, и тем не менее он был полон решимости не допустить второго, гораздо более разрушительного. Не думая о себе и сознавая, что идет на верную гибель, ради спасения людей, Хасан вошел в пылающее облако, перекрыл задвижку, локализовал огонь, но обратно уже не вернулся, сгорел заживо. Тем самым молодой герой ценой собственной жизни спас десятки тысяч человеческих жизней, жилье жителей населенных пунктов, административные здания, корпуса и оборудование промышленных предприятий. По словам друзей и коллег по работе, Хасан с большим уважением относился ко всем окружающим его людям, был целеустремленным, жизнерадостным, обладал тонким чувством юмора, четко и безукоризненно действовал при тушении пожаров. К сожалению, Хасану суждено было рано покинуть этот мир, но память о нем и его добрых делах будет долго жить в памяти тех, кто его знал и кому он спас жизнь. Хасану был всего 21 год. Он только-только начинал жить. Наверняка у него были друзья, любимая девушка. У него были родители, безумно любившие его и воспитавшие из него достойного человека. Для того, чтобы другие могли жить, любить и смеяться, Хасан пожертвовал своей жизнью. Жизнью короткой, но героической. Подвиг Хасана Каева пришелся на смутные для Чеченской Республики времена, в связи с чем он не стал достоянием гласности и остался незамеченным широкой общественностью. В целях увековечения памяти, в честь подвига, совершенного Хасаном, средняя общеобразовательная школа номер 54, города Грозного, в которой он учился, названа его именем. В 2010 году Совет депутатов города Грозный переименовал улицу Елтинскую в улицу имени Хасана Каева. Ну а в 2016 году родителям героя вручили орден за гражданское мужество, которым их сын был награжден посмертно. Друзья, в завершении, от себя хотелось бы сказать: да помилует тебя Аллах, Хасан, и да воздастся тебе раем за твой поступок. А родным и близким Хасана пусть Всевышний даст терпение и имана. На этом все, друзья. Всем мира и добра, и до новых встреч.